Атака на бункер Путина. Принято крайне важное решение в одной из стран НАТО. Кремль не может в это поверить. Превращение всей Украины в буферную зону. Решение Совбеза РФ или дымовая завеса. Шокирующий анализ Института изучения войны. И резкое заявление о распаде России. Китай атакует Тайвань. Такого еще не было. Страны на грани большого конфликта. Мир никогда не будет прежним. Одна из самых закрытых мусульманских стран говорит «да» алкоголю. Что дальше? А в России ринулись массово скупать один очень необычный товар. Какой и почему? Обязательно досмотрите, чтобы узнать то, что сейчас хотят все. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ограничений больше нет. Киев теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на территории Российской Федерации. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телекомпании ВДР. Ни Великобритания, ни Франция, ни мы не устанавливаем ограничений на дальность оружия, которое поставляется Украине. Американцы тоже. Это означает, что Украина теперь может защищаться, например, нанося удары по военным объектам на территории России. До недавнего времени она не могла этого делать. За редкими исключениями она этого и не делала. Теперь может. Украина имеет право обороняться, например, нападая на военные объекты в России, добавил немецкий канцлер. Ранее, еще до вступления в должность, Фридрих Мерц выступал за предоставление Киеву немецких ракет «Таурус», а в апреле допустил их применение по Крымскому мосту. В начале этого месяца новый канцлер заявил, что Германия больше не будет разглашать информацию о поставках вооружений Украине. По данным Clash Report, в ближайшее время ожидается передача Украине от 100 до 150 «Таурусов». Эта ракета способна пролететь 500 километров и создавалась для поражения секретных целей, таких как подземные аэродромы и бункеры. Кроме этого, Германия передаст Украине ракеты для комплексов Patriot и 4 системы ПВО «Айрис-Т», заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Канцлер Мерц добавляет, война затянется сильнее и дольше, чем многие готовы себе представить. К слову, в среду Зеленский посетит Берлин, где канцлер Мерц намерен обсудить с ним возможное возобновление технических переговоров с Россией и представить планы нового пакета санкций ЕС, сообщает Der Spiegel. Кто знает, может и про удары по бункерам поговорят, хотя о таком, конечно же, не вслух. Россия угрожает стереть Украину с карты под видом буферной зоны. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал карту, на которой буферная зона занимает почти всю территорию Украины, за исключением узкой полоски у польской границы. Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона будет выглядеть так. Эта угроза не просто бравада, она звучит в унисон с заявлениями российских военных и пропагандистов. Армия якобы уже начала создавать санитарный пояс на захваченных участках Сумской и Харьковской областей, а ранее сам Путин приказал сформировать зону безопасности вдоль границ. Так Москва отвечает на усиление западной поддержки Украины не словами, а территориальными претензиями, новыми, абсурдными и необоснованными. По сути, это сигнал о готовности превратить всю Украину в линию фронта. Хотя Путин продолжает массированные удары по украинским городам не столько ради военных побед, сколько для подрыва морального духа и убеждения Запада в бесперспективности помощи Украине. Так считают аналитики Института изучения войны. Однако Путин по-прежнему глубоко привержен отвлечению от реалий ситуации на поле боя, поскольку прекращение западной военной помощи Украине является единственной реальной надеждой России на победу в этой войне. Несмотря на затухающее наступление и растущие экономические ограничения, Москва пытается сохранить видимость силы, делая ставку на численность, а не на качество войск, и усиливает риторику, чтобы склонить западные страны к уступкам, считают аналитики. Вот только в мире начинают говорить о возможности распада самой России, если она продолжит это дело. И не кто-нибудь, а сам Дональд Трамп. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть. И, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России.
Но вообще-то Путина заставили, он не хотел. Ну, не мы же организовали госпереворот на Украине, понимаете? То есть все время нам говорили, что надо демократия, выборы. Госпереворот совершили, и все как будто так и надо, кровавый причем. И пошли дальше подавлять там Донбасс и так далее. Людей там уничтожать с вертолетов и самолетов. Просто нелепо. Вынудили нас просто делать то, что мы сейчас делаем. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. США уходят из Африки, Китай и Россия занимают пустоту. Пентагон при Трампе начал свертывание своего военного присутствия на континенте. Главком американских войск в регионе Майкл Лэнгли подтвердил приоритет защиты Родины, ставка на мобильные и смертоносные силы. А пока США сворачивают флаги, Москва и Пекин разворачивают карты влияния. Вакуум, который создается, заполняется не нейтралитетом, а экспансией. Африка снова поле борьбы, только теперь без американцев. Как думаете, кто победит? Китай нападает на Тайвань, пока еще в режиме подготовки. Пекин стягивает десант, боевую авиацию и тяжелые ракетные системы к побережью, способные поразить любую точку Тайваня. По данным Financial Times, все это может быть использовано для молниеносной блокады за считанные часы. Десантные войска, готовые к морскому вторжению, уже отрабатывают высадку. Флот — постоянное присутствие у острова, а системы залпового огня готовы к первым ударам по ПВО и военной инфраструктуре Тайваня. Самолеты нарушают границы острова десятки раз в неделю. Официально это учение, по факту Пекин переходит в режим ожидания приказа на атаку или команды на вторжение. В силовых структурах России вот-вот произойдет реформа, которую можно назвать исторической. В Росгвардии официально планируют отменить портянки. Вместо них бойцам начнут выдавать носки. Об этом говорится в проекте приказа, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Портянки, которыми солдаты пользовались столетиями, в документе названы морально устаревшими. Отменой портянок в армии в недавнем интервью, как одним из главных достижений своих, хвалился бывший министр обороны Сергей Шойгу. Почему солдат, который там, призывник, не призывник по контракту, он должен ходить в баню один раз в 7 дней? Почему? Почему он должен белье менять один раз в 7 дней? Почему мы в третьем тысячелетии продолжаем носить портянки? И сапоги, в которых воевали еще там в Первую мировую. А в общем, зря. В условиях нынешней войны портянка — предмет первой необходимости, способный спасти жизнь солдату армии агрессора. Ведь это потенциальный белый флаг. Но хоть у кого-то все в порядке, богатство возвращается в Белый дом, а точнее к ее шефу. Пока противники вспоминают дела из доинаугурационного прошлого, семья Трампа и его партнеры уже заработали около $320 миллионов на криптовалютах, зарубежной недвижимости и элитных клубах. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. В Вашингтоне скоро откроется Executive Branch, частный клуб, связанный с окружением президента. Вход от $500 000. А это уже не просто бизнес, это новый стиль президентства, где власть и деньги идут рука об руку. Рука руку моет, как говорится. И Трамп снова впереди. В России бросились массово скупать самогонные аппараты. Всего за 4 месяца спрос на них вырос на 37%, а на наборы для домашнего пивоварения на 35%, подсчитали в Атол Онлайн. Всплеск пошел после заявлений властей о возможных запретах. Минздрав бьет тревогу, самогон варят уже не только в деревнях, но и в квартирах по всей стране, от студентов до чиновников. Алкогольная реальность проникла во все слои общества. А чего так спиваются? От хорошей жизни, что ли? Сегодня выходной. В ответ трезвые идеи: запретить онлайн-продажи, собирать паспортные данные, ввести пошлины. Хотели как лучше, выходит, как всегда. А ведь ровно 40 лет назад в СССР уже пытались бороться с самогоном. Через несколько лет страны не стало. Совпадение? А вот Саудовская Аравия, наоборот, стала на путь постепенной частичной легализации алкоголя. Страна готовится к Всемирной выставке Экспо в 2030 году и чемпионату мира по футболу в 2034. Поэтому в ближайшие месяцы алкоголь можно будет приобрести в 600 туристических зонах. Снятие запрета коснется только пива, вина и сидра. Крепкие напитки останутся под запретом, но это и так историческое решение. Алкоголь там был запрещен с 1952 года, как местным гражданам, так и туристам. К
К словосочетанию «ментовские войны» за последние четверть века мы все уже привыкли. Правда, на этот раз высокопоставленные российские силовики устроили разборки в необычном месте — в Беларуси. По сообщению телеграм-канала Орша.ИУ, офицеры российской полиции, один из которых майор, а другой подполковник, встретились на пересечении трасс М1 и Е95. Была ли эта стрелка случайной или заранее спланированной, пока неизвестно. Но она сразу же переросла в дуэль. Несмотря на то, что силовики использовали травматические пистолеты, для одного из них эта разборка оказалась последней в жизни. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.